Согреваемые теплом апрельского солнца, мы продолжаем обогащать телеэфир Республики Коми хорошими новостями. Да, вы правильно догадались, свое вещание начинает информационно-развлекательная программа «Студия-11». Здравствуйте! Сквозь экраны мы чувствуем каждого из вас. И, сдается мне, у кого-то настроение сегодня не задалось. Но ничего, в ближайшие полчаса мы обязательно его поднимем. И вот какой будет первая часть нашей программы. Смелость и уверенность, слагаемые успеха. Как усилить эти навыки перед устройством на работу. 5 селезней за сутки. Правила грядущего сезона охоты. Люди, о которых приятно вспомнить. Проект «Мой наставник» продолжается в эфире нашего телеканала. Однажды Максим Горький сказал: «Уверенность – самая могучая творческая сила. Если ты убежден в своих способностях, перед тобой открыты буквально все двери. Самое важное в сознательном возрасте, конечно, та, что ведет в мир желаемой профессии. Как усилить веру в себя перед встречей с работодателем в формате тренинга студентам агропромышленного колледжа рассказал опытный психолог. И эти советы, уверенно, пригодятся каждому из вас». Как выглядит по-настоящему уверенный в себе человек? Он серьезный в деловом костюме? А может, все зависит от манеры его речи и умения слушать собеседника? Чтобы составить портрет сильной личности, Екатерина Пигулина для начала предлагает разобраться с собственными ощущениями. Проверить, насколько уверены в себе ребята, психологу помогают метафорические карты. Возникший в голове образ студента рисуют на листе, а затем передают его по кругу. Каждый следующий участник должен дорисовать изображение. Уверенность – это самая, так скажем, одна из граней нашей личности, которая способствует успешному трудоустройству в будущем. И эта проработка внутренней уверенности должна начинаться еще со школьниками, да, вот, потому что мы со школьниками такое мероприятие проводим, просто немножко варьируются занятия и упражнения, которые есть в данном занятии. То, насколько смело ты дополняешь работу другого человека и демонстрирует твою уверенность в себе. Если ты не боишься размашисто орудовать карандашом, с твоей самооценкой наверняка полный порядок. Во время тренинга психолог смотрит и на общение студентов, ведь умение грамотно рассуждать, просить помощи или советоваться – и еще одни явные маркеры уверенного поведения. Сейчас очень ценно наши мягкие навыки, да, это уверенное поведение, это про то, что я могу коммуницировать, легко заводить общение, ставить перед собой цели, да, это про то, если вы пришли на собеседование, если вы не обладаете этими характеристиками, то как вы можете показать и представить себя миру, что я готов, берите меня на работу, что я тот самый специалист, который вам нужен, да, это про тот самый энергетический заряд внутри нас, который нами движет, да, чтобы мы просыпались с утра, чтобы мы шли, делали что-то, что приблизит нас к нашей цели, да, и здесь цель-то у нас трудоустройство, и если мы не будем к этому идти, не будем к этому готовиться, то как мы к этому придем? Сразу за художественным следует блок дискуссионный. Опираясь на личный опыт, ребята рассуждают, насколько им комфортно поддерживать деловую беседу. Кто-то, как Полина Овчинникова, с этой миссией справляется легко. За плечами студентки 2-го курса уже есть опыт успешного трудоустройства. Поэтому на вопрос, а как вести себя во время серьезного диалога, девушка без раздумий отвечает: не перебивать человека, выслушать его вопрос, показать себя с самой лучшей стороны, открыто себя рассказывать, не сковываться, не молчать, а что-то говорить, чтобы человек понял, что ты готова на эту работу идти, у тебя горящие глаза. Мы на этих тренингах больше скрываемся, больше общаемся, узнаем что новое про себя, узнаем про своих одногруппников. И, в принципе, мне очень нравится это, и я бы хотела, чтобы больше проводили, эмоций получаем больше. Уверенность, говорит специалист, это не отдельное качество человека, а совокупность его навыков и способностей. Поэтому укрепить уверенность можно лишь через комплексное развитие себя как личности. И прежде всего вкладываться нужно в улучшение интеллекта и коммуникабельности. Как можно больше читать разнообразную литературу, расширять круг интересов и знакомств. А еще не забывайте напоминать себе о своих победах. Выпишите на листе все свои достижения и периодически их перечитывайте. Поверьте, так фраза «я могу это сделать» будет звучать из ваших уст куда чаще.
Самый ценный ресурс жизни, как известно, время. Поэтому любые свободные минуты хочется проводить только с пользой. Так, например, при выборе хобби обратить внимание можно на занятия, которые увеличивают продолжительность жизни. И речь идет, конечно, о творчестве. Лучше всего на нашем самочувствии, заявляют специалисты, сказываются пение, сочинение стихов и работа с глиной. Исполнение песен вызывает чувство спокойствия и оптимизма, а вот работа с керамикой гарантированно уменьшает плохое настроение и тревогу, дает возможность сосредоточиться, отключить сознание от внешнего мира. Исследования показывают, что если слепить что-то из глины, а потом сломать сделанное и начать все заново, то однозначно получишь психологическую пользу. Обратить внимание стоит и на раскрашивание картин. Заполняя рисунок цветом, вы стимулируете глубинные части головного мозга, от чего вам легче тренировать внимание. Пробуйте интересные занятия и меняйте жизнь к лучшему, а мы двигаемся дальше. В Республике Коми грядет сезон охоты. Весенняя ловля дикого зверя и дичи начнется в мае. Так, с 1 числа охотники Прилузского, Кайгородского и Сысольского районов смогут ходить в лес на уток. Жители Сыктывкара, Сыктывдинского и Карткировского района присоединятся к охоте на лесную птицу чуть позже, с 5 мая. Перед началом сезона всем охотникам стоит вспомнить и об ограничениях на ловлю животных. За сутки можно добывать не больше 2 гусей и 5 селезней, а за весь сезон не более 1 глухаря и 1 тетерева. Одним словом, охота – процесс серьезный, требующий соблюдения строгих правил. Еще больше на эту тему расскажет специалист. Расскажите, пожалуйста, когда, где и на кого можно уже начинать охотиться, точнее, вот начнутся сроки охоты. Начнем, наверное, вот с уток и гусей. Охотничий сезон в этом году в Республике Коми стартует 21 апреля. 15 апреля уже будет разрешена охота на медведя. 21 апреля у нас начинается охота на уток. На селезне с использованием живых подсадных манных уток. То есть специально подготовленные утки, которые используются для охоты. Это очень красивая традиционная русская охота. И получает туда в последние годы очень хорошую, широкую популярность. С использованием чучелов из коротков, из укрытий, и можно будет охотиться на уток, гусей, начиная с 1 мая. На юге стартует сезон охоты, вот, и продлится до 26 мая. Это заканчивается охота у нас в Воркуте и в Усинске. На боровую дичь когда? Я вам скажу, это примерно через неделю. То есть, если, к примеру, на уток в Кайгородском, Прилузском, Сысольском районе открывается 1 мая, то, соответственно, на глухарей Тетеревого, Вальшнепа 6 мая. То есть 10 дней по каждой зоне, соответственно, с такими сдвигами. Что касается заявлений охотникам, когда их можно подавать? Я так понимаю, что можно было уже заранее это делать, или это сейчас? Мы сейчас закон внесли изменения, сейчас заявления могут подать за 3 месяца. То есть мы практически с конца января месяца принимаем заявления. Вот. Однако народ почему-то не торопится, ожидая, что вот еще не скоро, еще месяцем впереди. Ну, надо постараться пораньше. А есть какие-то особенности весенней охоты? Во-первых, охота это скоротечная. Разрешается охотиться на уток с укрытия, гусей с укрытия. Вот. На вальшнепа, на вечерней тяге, обращаю внимание, только на вечерней тяге. При этом разрешается добывать уток только самцов селезней, гусей независимо от полового возраста. Охотиться можно в укрытии. Не допускается никакая ходовая охота, поиск дичи, хождение по охотничьему угодью, это является нарушением правил охоты. На глухаря разрешается охотиться только на самцов, на току, то есть тут можно и двигаться по току, там, искать птицу, там, на, как говорится, глухую птицу глухаря, который прекрасно все слышит, да, и на тетерева с укрытия, то есть тоже на самцов. Что касается вот ресурсов по дичи, по зверю, что можно сказать у нас по Республике Коми? Как вот с этим обстоят дела? Вы знаете, у нас по европейской части России Коми все-таки почти самая богатая дичью объект. То есть у нас больше всего боровой дичи, больше всего. У нас идет массовое гнездование на нашей территории гусей, уток. То есть численность их не вызывает никакого опасения. Как часто встречаются нарушения со стороны охотников? Нарушения, да, встречаются. Вот. Но в основном какого характера? Во-первых, что касается весенней охоты, вот это я вам скажу, что это охота с применением плавсредств. Это основное нарушение. То есть люди ездят, гоняют за уткой, там, собранным оружием. Это, во-первых, нарушение способа охоты и нарушение правил охоты. Это грозит штрафом
в размере до 2000 рублей, лишение права охоты до 2 лет. Ну, вот у нас республика ведь с богатыми охотничьими традициями. Вы, наверное, с охотниками общаетесь. Есть понимание того у людей, что надо у природы взять только то, что вот нужно тебе сейчас, а не там больше, чем нужно? Если касается в целом, то охотники в основном, конечно, осознают свои действия, то есть они берут ровно столько, сколько им нужно. Потому что, что касается весенней охоты, это, скорее всего, не заготовка продукции охоты. Это больше всего эмоционально. После зимы выйти на природу, пообщаться с друзьями, посидеть у костра, там, может быть, сварить что-то, там, послушать птицу. Это просто возбуждение новой жизни, нового сезона. В заключение, ваши пожелания охотникам республики? Ну, пожелание такое. Во-первых, берегите природу. Вот, берегите природу. Заботьтесь о животном мире, оно вам еще пригодится. Птицы, звери – это наше достояние. Найти себя в жизни – задача не из легких. У многих уходят долгие годы на то, чтобы найти профессию по душе. И очень здорово, когда на жизненном пути встречаются люди, помогающие раскрыть наш истинный потенциал. Именно о таких героях собственной судьбы в рамках проекта «Мой наставник» в эфире нашего телеканала рассказывают известные люди республики. Очередной историей о важном для нее человеке поделилась и заместитель председателя Госсовета Республики Коми Валентина Жиделева. Всегда рядом со мной были наставники, которые помогали мне идти по жизни и добиваться, наверное, той цели, которую я ставила. Мой классный руководитель Кольгова Анна Михайловна после более чем 50 лет, как мы закончили школу, до сих пор ведет многих из нас по жизни. Сегодня очень дорожу тем, что могу воспользоваться ее советом и, конечно, сама по возможности помогаю ей, потому что человеку уже практически далеко за 90 даже. Анна Михайловна Кольгова – это моя школьная учительница, мой школьный наставник. И я училась у нее вот той житейской мудрости, которая мне пригодилась в последующей работе и со студентами, и с молодежью. Ну и после окончания школы попала в поле зрения первого ректора Сыктывкарского государственного университета Валентины Александровны Витязевой. И практически я 17 лет возглавляла ту кафедру, которую когда-то возглавляла Валентина Александровна Витязева. Все то наследие, которое оставила Валентина Александровна Витязева, оно и сегодня представляет большой интерес для ученых, практиков. Это профессионал высочайшего уровня. Это ученый, это государственный деятель. Мне кажется, вот эти две женщины – это образец отношения к тем, во имя кого ты работаешь. На этой вдохновляющей ноте завершается первая половина нашей программы. Еще больше интересного впереди. Не переключайтесь, скоро увидимся. В эфире «Студия 11», в которой информационную пищу можно найти не только для ума, но также и для хорошего настроения. Мы начинаем вторую часть выпуска. О чем она будет, расскажу в анонсе. Трамплин в большой спорт. Лыжный сезон в Коми завершился большими всероссийскими соревнованиями. От классики до современности. Старейшему академическому хору Печоры 55 лет. Зимняя сказка на высоте 40 метров. Полюбуемся пейзажами зимнего Амань-Пупунера.
Лыжный сезон в Коми традиционно закрыли всероссийскими соревнованиями на призы 4-кратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. В кулуарах этот турнир называют трамплином в большой лыжный спорт. Именно здесь, на наших трассах, загорались нынешние звезды белых олимпиад. На снежную дистанцию вышла и наша Виктория Палкина. Сама королева лыж всегда на стартовой поляне. Она тот самый пример для многих юных лыжников. Пример того, как в честь обычной девочки из небольшого ижемского села теперь проводят всероссийские соревнования. Очень много участников, которые здесь участвовали на этих соревнованиях, стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. На последней Олимпиаде Юля Белорукова в то время, теперь она Юлия Ступак, она из республики Коми, она, да, здесь проявила себя. Также Вероника Степанова, Непряева, да, они все здесь выступали. Поэтому у ребят такой стимул появился. Сегодня они, наверное, смотрели последнюю Олимпиаду, насколько хорошо выступали наши лыжники. Это есть на кого равняться им. 2011 год. Та самая олимпийская чемпионка Юлия Ступак, еще молодая спортсменка из Сосногорска, Белорукова. Тогда она увезла домой 2 медали и была не столь многословна, как сейчас. Я надеялась на это, так и получилось. Несмотря на конец сезона, эти старты считаются самыми ответственными. Здесь подводят итоги своей работы все спортивные школы страны. На протяжении 37 лет к призерам этих соревнований пристальное внимание. Правда, в этом году команда Коми лишь на 7-м месте общекомандного зачета с 2 медалями в копилке. Конкуренция была серьезная. 600 лучших лыжников со всей России. Старейшему академическому хору Печоры исполняется 55 лет. За полувековую историю репертуар коллектива вобрал в себя произведения российских, зарубежных и местных авторов на итальянском, русском, украинском и коми языках. Хор ведет активную концертную жизнь, выступает в образовательных учреждениях города, учреждениях культуры, детских садах, госпиталях, на различных городских праздниках. По случаю юбилея в Печоре устроили большой концерт от классики до современности. Подробнее о культурном событии расскажет дирижер коллектива Станислав Кузнецов. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы сейчас с нами на связи. Для начала, пожалуйста, расскажите, кто же еще помимо хора выступил на этом мероприятии? Помимо хора также выступили наши добрые друзья, с которыми мы очень часто взаимодействуем, пересекаемся на разных городских площадках. Это вокальный ансамбль «Ноктюрн», также детский вокальный ансамбль «Веселая планета» и инструментальный ансамбль «Миниатюра» детской школы. Все это ваши местные артисты были, да? Да, это преподаватели и учащиеся нашей местной детской школы искусств. И какой же была программа, какие песни были исполнены? Программа вытекает из названия концерта «От классики до современности». Это были произведения классических авторов, таких как Гендель, как Моцарт. Прозвучали также произведения советских авторов, добротная советская классика, и закончилась произведениями местных печорских авторов. Зритель остался довольным? Смотрели за реакциями людей в зале? Да, очень приятно. Зрителей было много, все места были заняты, все аплодировали. Очень было приятно. Печорцы на самом деле ценят и любят ваш академический хор, и у коллектива довольно большая история. За 55 лет как часто менялся состав и сколько участников сегодня входит в вашу команду? Состав за эти все 55 лет менялся, как сказать, частично. Потому что есть в коллективе такие участницы, которые были из самого основания. То есть они пришли сюда еще молодыми девушками, и вот они уже опытные артисты, сохраняют верность этому коллективу на протяжении этих всех лет. И сколько их сейчас? Сейчас в данный момент у нас 20 участниц. В
В каком жанре и стиле хор исполняет чаще всего свои композиции? Ну, у нас академический вокальный коллектив, соответственно, и жанр тоже классический вокал. И вот вы лично сколько работаете как дирижер с хором? Давайте посчитаем. Я пришел вроде бы недавно, но оказывается уже такие очень давно, 15-й год, как вчера было, вы знаете. Уже, оказывается, 8 лет работаю с этим коллективом. Время быстро пробежало. Мне кажется, я и не заметил, потому что очень интересно работать в данном коллективе. И почему, на ваш взгляд, хор так ценят жители Печоры? Почему он так нравится им? Вы знаете, это зависит от вкусов людей. Как говорят, о вкусах не спорят. Мне кажется, мы нашли просто своего зрителя, свою нишу. Кому-то ведь нравятся народные песни, кому-то эстрадная песня. Человек всегда тянется к чему-то более возвышенному, к возвышенному искусству, что, собственно, наш коллектив и предоставляет. Спасибо большое, Станислав, за это интервью. Желаем вам удачи, еще больше развития, ну и, конечно, как можно больше душевных, добрых музыкальных композиций. Спасибо. Спасибо. У каждого гражданина России есть полис обязательного медицинского страхования. Он дает право на получение бесплатной медицинской помощи не только в регионе проживания, но и на территории всей страны. Но мы редко задумываемся, кто обеспечивает бесперебойную работу этой системы. Евгения Розова побывала в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, который в этом году отмечает свое 30-летие. 30 лет назад, когда территориальный фонд медицинского обязательного страхования только появился в нашем регионе, система ОМС была создана в качестве инструмента дополнительного финансирования к бюджетным средствам. Теперь, с годами, развиваясь и совершенствуясь, она стала основным источником финансового обеспечения отрасли здравоохранения. Основной функционал, который мы выполняем, это финансирование наших медицинских организаций. На сегодняшний день в системе ОМС Республики Коми функционирует 90 медицинских организаций, в том числе и частной формы собственности. Очень важно эффективно и рационально использовать ресурсы в интересах каждого пациента. Поэтому фондом выполняются и контрольные функции. 1 раз в 2 года каждая медицинская организация проверяется на предмет целевого использования выделенных средств. Помимо основного направления финансирования оказанной медицинской помощи, в разные годы через систему ОМС проводилось финансирование некоторых направлений национальных проектов. Это и первые выплаты медицинским работникам участковой службы, и мероприятия по диспансеризации отдельных категорий граждан, выплаты «Земский доктор» и многое другое. Кроме того, территориальный фонд передает персонифицированные данные об оказанной медицинской помощи в федеральный фонд. Это помогает анализировать состояние здравоохранения в стране и определять вектор его развития. В приоритете оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе и в клиниках федерального уровня, и раннее выявление различных заболеваний. В последнее время огромное внимание уделяется таким направлениям, как диспансеризация, профмероприятия. Это то, что проходят наши граждане. Нацелено это на раннюю выявляемость заболеваний онкосистемы, болезней сердечно-сосудистой системы. Данные направления также финансируются из системы обязательного медицинского страхования. Система обязательного медицинского страхования – это совместная работа Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Республики Коми, территориальных фондов, а также страховых медицинских компаний и медицинских организаций. И от слаженного взаимодействия всех звеньев системы ОМС в конечном итоге и зависит качество услуг, которые получает человек в поликлинике или больнице. Чтобы четко и своевременно выполнять многочисленные функции, требуется надежный коллектив. Именно такой в Фонде обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми.
Фонд обязательного медицинского страхования в Республике Коми с его 22-миллиардным бюджетом – это серьезная система, тем более работающая стабильно 30 лет. Поэтому хочу пожелать своему коллективу дальнейшего процветания, дальнейшей бесстрессовой работы и всего самого-самого хорошего, но так как это система здравоохранения, соответственно, здоровья. Как и всем застрахованным, которые имеют полис обязательного медицинского страхования, он должен быть всегда при себе. Но при этом хочу пожелать, чтобы вы им меньше все-таки пользовались. Уважаемые коллеги, сотрудники территориального фонда и медицинских организаций, хочу вас поздравить с таким замечательным праздником и юбилеем 30-летия в системе ОМС. Была за эти годы проделана колоссальная работа именно в этой сфере. Были поставлены глобальные задачи, и они были решены. Мы все знаем, что мы стоим на защите прав застрахованных. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание. Желаю вам всем терпения и мирного неба над головой. Противостоять друг другу, проявляя своенравность характера, могут не только люди. Противоборство часто случается и в природном мире. Одно из самых грандиозных произошло примерно 200 миллионов лет назад. Тогда на территории нынешнего Троицко-Печорского района Республики Коми стояли могучие горы. Считается, что они были даже выше Гималаев. Постепенно дождь, снег, ветер, мороз и жара разрушали породы. Уцелеть в стихийном сопротивлении смогла лишь небольшая часть сланцев. Именно так на свет появилось одно из 7 чудес России – столбы выветривания на плато Мань-Пупунер. Красота каменных исполинов круглый год пленит туристов со всего мира. Давайте посмотрим, в какую сказку попадают люди, приезжающие на плато зимой. На этой красивой ноте мы завершаем выпуск. Студия 11 желает вам прекрасного продолжения дня. Вдохновляйте окружающих и вдохновляйтесь сами. Увидимся, Республика. Пока-пока.